Здравствуйте, меня зовут Чичахов Егор, я ученик 8 класса. Тема моего доклада «Минерал вивианит. Как определить нахождение ископаемых костей животных, мамонтов и фауны в палеонтологии». Осенью 28 сентября этого года наша экспедиция школьников Эледа проводила свои исследования по маршруту поселка Бестях. И по сообщению Натальи Семеновны Решетниковой о том, что ее сын бульдозерист нашел на карьере ископаемых ее кости животных, нами были найдены фрагменты тазовой и лопаточной кости мамонта, ископаемые кости, вероятно, древнего бизона, шерстистого носорога и ленской лошади. На обломках бивня от двух мамонтят были найдены синий налет. Предполагаемо, это был вивианит. И практически в это же время на реке Елена нашли верш, и рядом с ним в воде лежали куски деревьев. И там находились тоже вивианит. Цель – с помощью качественных химических реакций выявить вивианит на пробах ископаемых находок. Задача представлена на слайде. Вивианит – минерал, образующийся в анаэробных условиях. При разложении органики встречается в ископаемых костях животных, мамонта и фауны бивня мамонта. Вивианит может быть указанием того, что где-то рядом с найденным ископаемым глубже могут быть и останки древнего животного. Вивианит – это минерал из класса фосфатов и их аналогов. Водный фосфат железа в неизменном состоянии прозрачный, бесцветный. На воздухе приобретает окраску от серо-синего до черно-синего оттенка. Методика качественного анализа. Качественная реакция на фосфат-ион. К раствору фосфата натрия добавим нитрат серебра. Образуется вещество желтого цвета. Качественная реакция на ион железа двухвалентного. Реакция с красной кровяной солью образует темно-синий осадок, турбулентная синь. Реакция со щелочью образуется серо-зеленый осадок. Реакция с желтой кровяной солью образуется синий осадок берлинской лазури. Реакция с щелочью образует бурый осадок. Для этого нам нужна ячейки поднос стеклянная палочка. Сначала мы соскребли вивианит от верши и бивня мамонтят и попробовали растворить в воде. Она не растворилась. Потом проверили на растворимость к соляной и азотной кислотах. Как ожидалось, они растворились. Затем каждую ячейку насыпали по порошку и начали добавлять реагенты для качественного определения на ионы. По таблице видно, что иод фосфата обнаружен только у бивня и у дерева. У дерева не проявилось. На наличие ионов железа мы добавили щелочь, и у обоих образовался бурый цвет. Вторым способом обнаружения на ионы железа добавили красную и желтую кровяную соль. При этом у обеих образовался удовлетворительный синий цвет. По опыту видно, что преобладает железо трехвалентное, потому что слишком окислилось. Заключение. Таким образом, наличие минерала в вине доказано у бивня, и это значит, что он может быть использован определителем местонахождения ископаемых костей животных для палеонтологии. Спасибо за внимание.